На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Камшукшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел сегодня прием граждан по личным вопросам. К главе государства обращаются молодежь, спортсмены, многодетные семьи, инвалиды, деятели культуры, науки и здравоохранения. Большинство обращений касается вопросов трудоустройства, социального обеспечения и вопросов сельского хозяйства. Президент тщательно изучает все просьбы и обращения. Ни одно обращение не остается без реагирования. По итогам приема граждан Аслан Бжаня даст поручения соответствующим ведомствам для изучения обращений и принятия необходимых решений. В Центральной избирательной комиссии зарегистрированы 9 кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Абхазии. С сегодняшнего дня начинается агитационный период, когда кандидаты могут встречаться с избирателями. Кроме того, в ближайшее время состоится жеребьевка и будет определен порядок их выступлений в прямом эфире АГТРК. Итак, по Бзыбскому избирательному округу номер 10 зарегистрированы Тимур Бея и Тамаза Лейба. По Отхарскому избирательному округу номер 14 Алмасхан Барцыц, Рабистан Габля. По Гудаутскому городскому избирательному округу номер 18 Астамыр Ахба и Алхаз Хакба. По Кындыкскому избирательному округу номер 31 Джинсухад Либа, Гарри Кокая и Айдар Квициня. Повторные выборы депутатов Народного собрания пройдут 12 июля. Мы рассмотрели и утвердили эфирное время. Мало того, предоставили возможность АГТРК непосредственно к жеребьевке, которая состоится в ближайшее заседание, чтобы они представили в случае, если возникнут какие-то предложения, мы можем оперативно рассмотреть и предложения АГТРК, если будут какие-то новшества. Но мы делали все в контексте ранее принятых решений, ранее проведенных предоставлений эфиров. И поэтому мы считаем, что члены комиссии сочли, что особых изменений во внесении, корректировок каких-то в предоставлении эфирного времени нет необходимости. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 32 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 1 человека. Это курсант, который в ближайшие часы будет отправлен в стационар Гудаутского госпиталя. Сегодня из обсервации в доме отдыха Айтар выписано 8 человек. Все курсанты по линии СГБ. Таким образом, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 9 граждан находятся в Гудаутском госпитале. 1 прибудет туда в ближайшее время. 27 человек выздоровели и 1 пациент умер. С сегодняшнего дня в республике отменена большая часть ограничительных мер, введенных в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сделала обращение, в котором рекомендовала всем организациям собственности, руководителям коммерческих объектов в сфере торговли и предоставления услуг соблюдать все предписанные санитарно-эпидемиологические нормы. Я еще раз нацеливаю на то, чтобы все пункты этого распоряжения, которое пришло на смену распоряжению 214, сейчас 15 июня вступило новое распоряжение, были исполнены в полном соответствии с подписанным документом. Особенно эти требования я бы хотела, чтобы они исполнялись применительно к границе с Российской Федерацией. Почему? Потому что перемещение со стороны Грузии было организовано в режиме ограниченном. Были запущены те лица, которые имеют основания для прибытия в Республику Абхазия, это наши граждане или те, которые имеют вид на жительство. Они, естественно, были запущены, у всех у них были взяты мазки на коронавирусную инфекцию, они были обследованы и благополучно прошли 14-дневный карантин, изоляционные мероприятия. И поэтому с той стороны у нас как такового завоза нет. А с территории Российской Федерации
Я понимаю, что в городе Москве эти ограничительные мероприятия уже имеют не такой характер, как они были в зимний период. Естественно, в городе Сочи тоже они будут сниматься после 21 числа, как это объявлено губернатором Краснодарского края. Но все лица, которые едут туда на отдых, они четко знают требования всех курортных объектов, что это должна быть справка об отсутствии коронавирусной инфекции, это должны быть соблюдены все меры, начиная от социального расстояния, заканчивая дезинфекцией и соблюдением личной гигиены. Поэтому они едут туда четко, грамотно, подкованными, понимаете? Тот турист, который поедет сюда, не всегда будет иметь эту справку. Они будут считать, что у нас здесь и так хорошо, у нас и так ситуация благополучная. Поэтому можно приехать сюда, в Республику Абхазия, и могут явиться негласными. А сейчас коронавирусная инфекция очень часто имеет бессимптомное носительство. Так вот, они заедут и будут виновниками возникновения очагов инфекции у нас, у нашего населения. И вот все те меры, которые мы принимали, все зимние и весенние дни, все те мероприятия, которые вело наше правительство Республики Абхазия, которые мы с вами в тягостях переносили, окажутся совершенно ненужными. И нам придется опять вводить какие-то ограничительные, серьезные ограничительные меры. Есть случаи новых вспышек. Это Дагестан, это Кабардино-Балкария, когда заболевание вспыхивает все заново и заново. И когда ограничительные мероприятия уже произошли послабления, уже были сняты кое-какие меры ограничительного характера, потом вводятся на новом этапе. Поэтому обратите внимание на те города или страны, которые вот сейчас опять заново вводят те ограничительные мероприятия. Я бы не хотела, чтобы мы пошли по пути, скажем, чужих ошибок. В этом заключается основная наша задача – сохранить здоровье нашего населения, благополучную эпидобстановку у нас в Абхазии. Пока что я понимаю, что нам всем хочется, чтобы это прошло как можно быстрее, но мы все зависим от того научного, скажем так, мира, который сейчас бьется над созданием или вакцины, или специфического лечения, то есть каких-то специфических лекарственных средств, которые смогут спасать пациентов при этом заболевании. Давайте дождемся того момента, когда мы полностью будем защищены от этого заболевания. Ушла из жизни заслуженный учитель Абхазии, кавалер ордена Ахтзябша третьей степени Эвелина Тужба. Ее уход болью отозвался в сердцах коллеги учеников, всех, с кем она работала, кого учила и наставляла. Репортаж Сарии Кварцхели. Учитель учителей. Именно так вспоминают Эвелину Ливановну и ее коллеги из Сухумской 10-й средней школы, где она проработала более 40 лет. За время преподавательской деятельности Эвелина Тужба зарекомендовала себя методически грамотным и высококвалифицированным специалистом. За советом к ней шли как молодые, так и уже опытные педагоги. И для каждого у нее находилось мудрое слово. Ее отличительными чертами характера были особая интеллигентность и чуткость. При этом она была довольно требовательна. Эвелина Ливановна Тужба – это целая эпоха в жизни 10-й школы. Все старшее поколение, которое сейчас работает, мы воспитанники Эвелины Ливановны. Она сама преподавала русский язык, но была завучем начальной школы. Наверное, мало кто знает, что в 70-е годы и в начале 80-х годов в 10-й школе было два сектора – русский сектор и абхазский сектор. И благодаря Эвелине Ливановне во многом в нашей школе
только абхазский сектор стал работать. Она сама была очень образованная. Уроки у нее были бесподобно интересными. Она умела заставить читать детей, делала все, чтобы дети любили книгу. Учитель, воспитатель, наставник. Немало синонимов можно подобрать, чтобы рассказать о Эвелине Тужба, которая так много сделала для детей, для школы, внесла свой вклад в развитие сферы образования. Ее доброта и готовность помочь всегда находили благородный отклик в сердцах друзей и коллег. Эвелина Ливановна, несмотря на такой мягкий взгляд и добрую улыбку, была, можно сказать, железной леди. Очень твердая. Никогда мы не слышали повышенного тона. Когда она говорила тихо, это было громче любого крика, если делать замечание нам. Она своим поведением заставила уважать ее всех. И действительно, это образец для подражания. Вспоминается всегда добрый взгляд, улыбка и вместе с тем строгость. После Отечественной войны народа Абхазии Эвелина Тужба стала работать в Сухумской 4-й школе, а через некоторое время возглавила данное учебное заведение. На тот момент это была русская школа. Но благодаря Эвелине Ливановне и кадрам, которые она набрала, школа была перепрофилирована. Сегодня это одна из сильнейших абхазских школ республики. Очень большой труд. И кадров не было, и материальной базы не было. Но она сумела мобилизовать и родительскую общественность, и педагогическую. Откуда только и парты, и стекла, из квартиры, кого только не мобилизовывала. Бесконечно вот такая она старалась. Интеллигентная семья, образование, знание, это много значит. Она очень гордилась, когда хорошие педагоги есть в 4-й школе. Она хвалилась все время. Сама подбирала. Эвелина Тужба с отличием окончила СГПИ имени Горького по специальности «Русский язык и литература». Была награждена значком отличника народного образования СССР. А в 2003 году она стала обладательницей диплома победителя конкурса педагогического мастерства в номинации «Руководитель года». Кроме того, Эвелина Ливановна является автором учебников по русскому языку для абхазских школ. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня по поручению президента Абхазии Аслана Бжания был возложен венок к могиле известного российского режиссера, актера, сценариста, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина по случаю годовщины его смерти, сообщается на официальном сайте главы государства. Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии. Кроме того, как отмечается в сообщении, президент в ходе одного из своих визитов в Москву намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина Галиной Борисовной и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале и обсудить возможность проведения выставки работ Станислава Говорухина, приуроченную к фестивалю. Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения. По факту избиения группой лиц жителя села Лабра Арутюна Мелконяна в орган предварительного расследования ОВД по Очимчирскому району направлен материал. Как сообщает пресс-служба МВД, дежурная следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что 13 июня примерно в 21 час на мобильный телефон пострадавшего поступило сообщение от жителя того же села о необходимости встречи. Приехав домой, пострадавший увидел у ворот группу лиц, которые без каких-либо объяснений избили его. Арутюн Мелконян, освободившись от нападающих, произвел несколько выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы Калашникова, после чего группа лиц покинула место происшествия. По подозрению в нанесении побоев Мелконяну в УВД по Очимчирскому району доставили 5 жителей села Лабра. Сифиряна Размика Миграновича, 1987 года рождения, Кирселяна Аршака Сымбатовича, 1988 года рождения, Кисяна Ливона Григорьевича, 1989 года рождения, Саряна Гарика Ашотовича, 1999 года рождения, Кисяна Ефрема Рафиковича, 1985 года рождения.
А сегодня от гражданина Арутюна Мелконяна поступило заявление с просьбой прекратить рассмотрение ранее поданного им заявления по факту нанесения ему побоев, в связи с чем орган предварительного расследования ОВД по Учимчевскому району вынес постановление об отказе о возбуждении уголовного дела по факту побоев гражданина Мелконяна. Материалы в отношении 5 жителей села Лабра были направлены в суд Учимчевского района для принятия решения по существу. 15 июня постановлениями суда данные граждане подвергнуты административному аресту сроком на 2 суток, сообщает пресс-служба МВД Республики Абхазия. В Сухуме установили монумент авиаторам Великой Отечественной войны. На данный момент возведен постамент, на котором закреплен винт от самолета времен Великой Отечественной войны. Однако это не все. Еще предстоят работы по облицовке памятникам мрамором. Подробности в репортаже Налы Ковы. В 2020 году абхазскими и российскими поисковиками было установлено имя и обстоятельства гибели пилота-истребителя ЛАГ-3, погибшего 31 января 1943 года в небе над акваторией Сухумской бухты. После соответствующей очистки винта были выяснены идентификационные номера узлов и детали, а затем и то, что пилотировал самолет старший лейтенант Николай Сиков, 1922 года рождения, выпускник Ейского авиационно-морского училища. Николай, несмотря на юный возраст, был женат. В семье ждали пополнения, но увидеть дочь Николаю было не суждено. Благодаря совместной работе поискового движения Абхазии, российских поисковых организаций, Кубанский плацдарм и Кубань-поиск удалось, во-первых, установить по идентификационному номеру, который сохранился на данном винте, тип самолета, проследить его историю и узнать, кто же сидел за штурвалом данной машины и спасся ли летчик или нет. К сожалению, нет. Самолет совершал боевой вылет на патрулирование акватории над городом Сухумом, прилегающие, скажем так, территории, предгорья, горы, непосредственно сам город. К сожалению, эта потеря не боевая, потому как заклинил мотор. Летчик, несмотря на то, что имел возможность покинуть самолет, он этого не сделал, попытался дотянуть до Сухумского аэродрома, но, к сожалению, до летного поля не дотянул и упал в море. Президент Абхазии Аслан Бжаня поддержал инициативу Государственного музея боевой славы установить монумент на набережной Сухума неподалеку от памятника неизвестному солдату. Памятник увековечивает подвиги военных авиаторов и воздвигнут во знаменование 75-летнего юбилея Великой Победы над фашизмом. Абхазию на воздушных полях сражений Великой Отечественной войны представляла целая плеяда самоотверженных, храбрых бойцов, беззаветно любивших свою родину. На камне будут высечены более 60 имен героев. Мы знаем, что из Абхазии несколько десятков советских военных авиаторов достойно представляли республику на фронтах войны. Сражались и в небе над Кавказом, над Москвой, над Сталинградом, в небе над Украиной, Белоруссией, освобождали Европу и закончили войну фашистской Германии. В свою очередь, при обороне Кавказа, это 1942-1943 годы, битва за Кавказ, в небе над Абхазией сражались военные летчики из различных уголков некогда бывшей страны Советского Союза. Многие из них также погибли, выполняя свой воинский долг. Специалистами столичной администрации в краткие сроки был разработан проект монумента. Так, на существующем постаменте был установлен винт от упавшего самолета. Далее предстоят работы по установке гранитных плит и нанесению надписей имен героев. Работа еще находится на стадии завершения и будут выполняться в 2 этапа. То есть на данный момент сейчас будет установлен непосредственно винт и установлены плиты с основной надписью памяти воинам-авиаторам. Второй этап – это когда будут на эти мемориальные плиты нанесены фамилии летчиков, которые принимали участие в воздушных боях над Абхазией. В дальнейшем памятник будет облицован гранитом, и сейчас уже подготовлены плиты для того, чтобы облицевать основную надпись. То есть я вам могу показать о том, что вот проектное решение, вот существующий постамент, на котором и планировалось. То есть он был видоизменен, и в итоге объект будет выглядеть
Вот таким образом. Монумент посвящен светлой памяти летчиков, погибших при исполнении священного долга и прошедших славный боевой путь. А молодой Николай Сивков сражался до конца так, как он это делал всегда, самоотверженно и мужественно. Вечная слава и память всем советским авиаторам, защищавшим Абхазию от врага. Никто не забыт, ничто не забыто. Наала Кови, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. С самого начала Отечественной войны народы Абхазии наряду с мужчинами на защиту Родины встали и девушки. Они не только оказывали медицинскую помощь, но и с оружием в руках противостояли врагу. Многие из них погибли в боях или спасая своих боевых товарищей. Так в июле 1993 года оборвалась жизнь 27-летней Ирины Сеченава. В октябре текущего года и исполнилось бы всего 55 лет. К этой дате родственники Ирины передали в Музей боевой славы имени Владислава Арзенба вещи, которые хранят память героически погибшей девушки, награжденной медалью за отвагу. Репортаж Гугут Севардания. Глядя на фотографии этой хрупкой девушки, сложно представить, насколько она была храбра и бесстрашна. Молодая, красивая, отважная Ирина Сеченава с первых дней войны отправилась на фронт. Она сразу, когда объявили войну, но я тоже еще на работу не шла, дома была, она поднялась. Ну, нам принесла малярянку, там с моими соседями налила, напоила, а потом пошла по подъездам и начала собирать бинт, лекарства, что все, что надо было. Ну, мы тоже... Я соседям сказала, я говорю, что у вас там есть? Я говорю, консервы, компоты, сазбал, что попадется. Говорю, несите в школу, в абхазскую школу там. Несколько человек собрались, не было же ни оружия, цапки, палки, вот так они пришли туда, не было чем воевать даже. Медаль за отвагу, а также аттестаты, паспорт, медицинская справка, водительское удостоверение, военный билет. Вещи, которые все эти годы материна бережно хранила у сердца, теперь будут находиться в Музее боевой славы, где каждый сможет прикоснуться к печальной, наполненной героизма и любви к родине истории отважной девушки. Безусловно, мы всегда рады принять реликвии наших погибших бойцов, боевых подруг в нашем музее. Но в то же время нам очень грустно, печально, больно видеть слезы матерей. Сегодня мы безумно рады встретить Аллу Камидатовну, но также мы сегодня разделяем ее горе, ее боль, ее печаль. И от себя лично и от имени всего коллектива благодарим Аллу Камидатовну и Марину Дванба за то, что они пришли сегодня и передали эти реликвии музею на хранение. В начале войны Ирина находилась на Бзыбском оборонительном рубеже, а после освобождения Гагры перешла на Гумистинский фронт. Родные и близкие отчетливо помнят, как девушка уходила из дому в последний день. Ее тетя Марина Тванба вспоминает, что как будто предчувствуя свою гибель, она долго прощалась с семьей и соседями. Не послушалась и попрощалась со всеми. Матери не было дома в тот момент, и она ушла. И Алла знала, что дочка здесь, дома, и она тоже не сидела, она сама мать у нее такая патриотка была, день и ночь для фронта все же что-то они собирали, что-то готовили, что-то отправляли, кого-то провожали и так далее. И она бегом идет, как бы, чтобы успеть до отъезда дочери, приходит, и дочки нет. Во время одной из боевых операций группа Ирины Сеченава попала под сильный обстрел. Загорелась машина, в которой находился ее боевой товарищ. Не раздумывая, отважная девушка бросилась его спасать. Вместе с Ириной в тот день погибли и другие бойцы. Сюда не разматывай. Бери эту подушку. Дайте эту шину такую, которую мы готовим. Что стоишь? Иди туда. Не-не-не. Да. Что кто зума? Ах, кто что загоначил? На шину развязывайте, я сейчас пойду по рации поговорю. Ой, что?
Ирина Сеченава окончила физико-математический факультет Абхазского государственного университета и преподавала физику и математику в Бзыбской школе номер 1. Молодого, доброго и справедливого специалиста, сумевшего найти подход к каждому ребенку, полюбили сразу. Она такая была справедливая, ее все любили. Учителя и дети. Ирина Сеченава еще до начала войны активно принимала участие в национально-освободительном движении абхазского народа. Была секретарем Народного форума Абхазия Идгылара в Гагре. Майские дни 1918 года стали воистину черными днями для Абхазии и для ее народа. Карательные отряды так называемого демократического правительства Грузии в крови потопили свободную абхазскую советскую коммуну, погасив светлый луч свободы для народов Абхазии. Это история, и обходить ее молчанием не только преступно, но и кощунственно по отношению к тем, кто погиб в борьбе за свою свободу и свободу народа. Отважная девушка из Гагры, чья жизнь оборвалась в возрасте 27 лет, жила и боролась за свободу своего народа. 30 октября 2020 года Ирине Сеченава исполнилось бы всего 55 лет. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Верховный суд Абхазии сообщает, что решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 12 августа 2020 года в 11 часов в здании Верховного суда. Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия. По дополнительным вопросам обращаться по телефону 776 77 55. Пресс-служба республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» сообщает, что в среду 17 июня с 11 до 16 часов будет отключена подстанция Гечрыпш для ремонтно-профилактических работ. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 25-30, температура морской воды плюс 22 градуса. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.